Привет, друзья! Под одним из видео мне оставили комментарий, то есть передали мне эстафету марафон 15 вопросами. Вопросы разные, сейчас попытаюсь ответить на них. Передал мне марафон этот канал, дружественный мне канал «Мы Лукиновы». И в свою очередь в конце видео я тоже передам тоже каналу то, что я люблю смотреть, с интересом смотрю. Ну, как говорится, начнем. И первый вопрос: как дела? Вопрос, конечно, простенький, но а потом я задумался, действительно, а как мои дела? Да нормально мои дела. Главное, жив. Может быть, не очень здоров, но главное, жив. И хочу жить дальше. Нормальные у меня дела, так сказать. Второй вопрос. Любимое хобби. Ну, это я как бы не задумываясь бы ответил раньше. Хобби мое это все-таки с детства охота, так сказать. Ну а сейчас, если удается выбраться там на природу, возле речки посидеть летом на рыбалку, это уже как бы мне очень нравится вот это занятие. Вот можно считать, что вот это любимое хобби это летняя рыбалка, все-таки подчеркну, летняя рыбалка. Третий вопрос. Опиши себя в 3 словах. Ну, как сказать? Человек, старающийся жить, вот если в 3 словах так уместиться, в этих словах все сказано обо мне, то есть человек, старающийся жить. Вот. Идем дальше. 4-й вопрос. Сколько денег надо для счастья? Ну, к этому тоже можно относиться по-всякому. Если, ну, смотря что это счастье. Если, я так считаю, если вот под счастьем понимать, конечно, там что-то духовное, например, мир в семье, в душе, то, что родители живы, то, что дом есть, семья, ты живешь в семье, не один, то, конечно же, деньги никакого значения не имеют. Но, с другой стороны, в материальном плане тоже не будем лукавить. Что там лукавить? Деньги важны, конечно. А сколько именно количество, я не знаю. У меня больших денег не было. И, наверное, уже не будет. Сказать затрудняюсь. Вот. Сколько именно там количество. Много надо. 5-й вопрос. Кто по гороскопу? По гороскопу я Козерог. И у меня день рождения в конце декабря. Вот. 6-й вопрос. Что тебя может заставить изменить свое мнение по какому-либо вопросу? Ну, только я очень упертый человек. Вот. Только я скорее всего, наверное, набью шишкой на неправильном решении и только своим опытом, так, ну, только если я сам пойму, что я не прав, ну или кто-то уже для меня очень авторитетный человек мне все-таки все подробно объяснить, может быть, я переменю свое мнение. А так стараюсь, чтобы это я попробовал, все, например, есть решение, я все равно это сделаю, а потом уже буду. Короче, философия такая: лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом жалеть все время. Вот так, ребята. 7-й вопрос. Стакан наполовину полный или наполовину пустой?
Нет никакой философии к этому вопросу у меня. Я реалист, ребята, есть четкий ответ. Он сколько там есть. Он там ровно, ну, скажем, половина. Все. Ни больше, ни меньше. Не пустой он и не полный. Он половинчатый, скажем так. Вот все. Нет никакой там философии у меня. Так, 8-й вопрос. Любимый праздник. Ну, любимый праздник, конечно же, Новый год, ребята. Это семейный праздник, Новый год. Все собираются дома. Ждем что-то новое всегда. Новый год. Однозначно Новый год. Так. 9-й вопрос. Эмоции или разум? Ну, я тоже человек такой импульсивный. Скорее выборы эмоций. Потому что разум включается уже иногда, скорее всего, после того, как уже прошли эмоции. На эмоциях, в общем-то, живем на эмоциях. Так, следующий вопрос. Чай или кофе? Это тоже однозначно у меня чай. Чай черный пью, чай зеленый пью, чай с разными там с ароматизаторами, там с черникой, малиной, с персиком, каркаде люблю. Ну, короче говоря, чай. Так. Следующий вопрос у меня будет. Поешь ли в душе? Да, пою. Как и многие, наверное, это делают, могут и не признаваться, наверное. Некоторые стесняются. Я пою в душе. Меня жена за это постоянно ругает, потому что у меня нету голоса, но я пою. Оно как-то само поется там. Я не знаю почему. Так, что тебя вдохновляет? Ну, вдохновляет, конечно же, семья вдохновляет, конечно же, что будущее вдохновляет. Хочется там чего-то поставить перед собой цели и достигать этих целей. Потому что когда ставишь цель, ты пускай мелкими шажками, но ты идешь к своей цели постепенно ты добиваешься ее. А когда нет у тебя цели в жизни, то ты изначально уже проигрываешь в этом вопросе. Да. 13-й вопрос. Любимое блюдо. Ну, я сам с детства вырос в деревне и все-таки предпочитаю деревенскую домашнюю пищу. Как таковых любимых блюд, прямо так вот, любимых нет, но я люблю, например, очень люблю из первых блюд там супы из дичи, там, из рябчика, из глухаря, из тетерева. Из вторых блюд люблю, например, жаркое из там, зайца, там, короче, вот еще что связано с лесом. Вот это моя любимая пища. Люблю если выберем там из выпечки, там, люблю, конечно, шанишки домашние, это тоже. Все, что связано с домашней деревенской пищей, это все для меня очень близко и любимо, так сказать. 14-й вопрос. Что тебя пугает в будущем? Если нет никакой определенности, то есть я не знаю, что хотя бы там через месяц примерно что будет, это как бы не очень для меня. Я все-таки люблю, чтобы есть какие-то планы наперед, чтобы я знал, что примерно будет происходить в моей жизни. Вот неопределенность меня пугает. То есть, когда я не могу, не зависит от меня ничего. Вот это я очень не люблю, такие моменты. И 15-й вопрос. Если бы у тебя была возможность начать жизнь заново, ты бы воспользовался возможностью? Можно сказать, что если в целом, то нет, конечно. У меня есть семья, все нормально, живу, так сказать. Родители живы, слава Богу. И пока, и в общем и целом,
не поменял бы ничего. Но есть моменты в жизни, в которых я бы не прочь оказаться и в те моменты принять определенные действия, которые я принял в свое время неправильно. Есть такие моменты. Хочется вернуться, вот, например, там, на десятки лет иногда есть такие моменты, где я совершал ошибки в жизни. Вот это бы я поменял. А в общем и целом я доволен своей жизнью. Все, друзья, ответил я на 15 вопросов. Понравилось вам или не понравилось, это уже вам решать. Ну, вроде честно отвечал. Дальше, по традиции, мне надо передать этот марафон, эту эстафету, или как правильно сказать, с этими вопросами кому-то из своих друзей на ютубе. И я долго не стал раздумывать, потому что у меня есть один товарищ, зовут его Георгий, канал его называется Коба 174. Вот эти вопросы, Георгий, я передаю тебе. Отвечай на них, с удовольствием послушаю, так сказать, твою позицию жизненную. Вот. А под видео оставлю ссылку на канал Георгия, на канал Коба 174. Это канал очень хороший, стильные видео выкладывает Георгий. И сам такой он стильный мужчина, молодой человек. В общем, очень хороший канал. Всем советую. Ну все, на этом тоже я уже заканчиваю. Подписывайтесь, ребята, на мой канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Делитесь моими видеоми в социальных сетях. Всем пока. Всем до свидания. До новых видео.